Сколько осталось? 6. В Центре диагностики и консультирования с детьми работают педиатры, неврологи, дефектологи. Это единственное учреждение в республике такого рода. Любые отклонения в развитии ребенка лечат настоящие профессионалы. В этом году деятельность школы оценили на всероссийском уровне. Может быть, более детально изучали нашу работу, но мне сказали, у вас есть достижения, которые заметны, и мы их оценили. Вот таков был ответ. Изначально в своей деятельности мы себя настроили на, как я считаю, на очень правильный лад. Мне кажется, нам нечего изменять. Единственное, конечно, больше улучшить качество обслуживания. Квалифицированные специалисты, знающие свое дело и несущие ответственность за свои дела, поступки, за свою работу, что можно лучшего желать? По-моему, это самое главное. Марьям Ахмадова работает в этой школе со дня ее открытия. Психолог с 3 высшими образованиями. Свою профессию считает здесь самой востребованной. Новость о том, что учебное заведение попало в число 100 лучших школ России, считает стимулом работать еще лучше. Победа в этом конкурсе является для нас не только таким приятным моментом, но и очень важным стимулом для дальнейшего совершенствования, для улучшения нашей работы. Будем совершенствоваться и дальше. Об этой школе знает каждый, кто хоть раз приезжал в поселок Ойсхар. Состоит она из нескольких корпусов и напоминает больше школьный городок. Здесь обучается более 1300 учащихся. Первоклашки занимаются в одном здании, старшеклассники в 2 других. Попасть именно в это учебное заведение мечтает каждый ребенок. И родителям порой приходится прибегать к разным хитростям, одна из которых – временная прописка. А это наши победы этого года. Это лучшая постановка воспитательной работы среди общеобразовательных учреждений. И, конечно же, первое место в республиканском смотре-конкурсе «Хор педагогических работников». В числе победителей всероссийских и республиканских олимпиад 917 учеников. Отдельное внимание здесь уделяется духовно-нравственному воспитанию. В школе есть и несколько патриотических клубов «Виктория», «Кадыровская смена» и «Юные пожарники». Победа – это стимул для работы. Стимул для жизни. Вы знаете, для меня школа – это все. Прежде всего говорят, школа – второй дом, а для меня это самый первый дом. Претенденты на звание лидеров определялись также по результатам многопрофильного рейтинга, в котором учитывался ряд показателей работы. У Ойсхарской школе есть чем похвастаться, чего стоит один лишь педагогический хор, завоевавший золотую медаль на республиканском конкурсе. Здесь нет случайных людей. Берлант Хасиханова – гордость школы. Почетный педагог России, работает учителем истории уже 38 лет. Конечно же, это дело не одного человека, это дело всего педагогического коллектива. Только на базовых знаниях ребенок далеко не пойдет. Забота об ученике, желание вывести его в люди, сделать адаптированным в этой социальной среде, в которую он войдет. А без этого, без творческого подхода, без стремления к познанию окружающего мира, выходя за рамки учебника, это, конечно, сделать невозможно. В числе лучших и 3-я детско-юношеская спортивная школа столицы. За активное участие в спортивных соревнованиях, первые места на чемпионатах, а также воспитание олимпийского чемпиона Исламбека Альбиева. Учреждение поднялось на высшую ступень пьедестала. В первую очередь мы воспитываем детей. В первую очередь. Мы будем работать с каждым результатом по самоотдолу. Четвертое учебное заведение, которое прошло отбор и впервые за всю историю попало в топ-100 лучших школ России, 3-я средняя школа станицы Асиновская. В этом учебном заведении одними из первых в республике начали использовать интерактивные доски. Оценивала образовательное учреждение Международная академия качества и маркетинга, а также депутаты Госдумы. Помимо того, что школы были отмечены во всероссийском рейтинге, отдельное внимание уделили учредители конкурса и директорам. Все они получили почетный знак «Директор года 2014». Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Дени Хавхаров. Новости.